На экране представлена 32-минутная лента кинорежиссера Владимира Воронова под названием «Заповедная земля». Автор посвятил свою работу году экологии, рассказав о единственном в России и Европе природном высокогорном заповеднике в Кабардино-Балкарии. Съемки фильма прошли в 4 ущельях республики, охватив все пятитысячники, кроме Эльбруса и Казбека. Фильм учит ценить и лелеять красоту, природу. Он рассказывает об уголке Центрального Кавказа, где благодаря усилиям работников заповедника и местного населения удалось сохранить первозданную красоту природных пейзажей, флоры и фауны. Перед зрителями разворачиваются панорамы голубых озер, теснина чегемских водопадов, крутые скалы и хвойные леса. Чегем, Черек, Сукансу, Хазнедон, Безынги. Горы, горы. Вас надо любить, как материнские любят морщины. Надо так высоко парить, чтобы вам целовать вершины. Творческая работа съемочной группы проходила летом и осенью прошлого года. Однако в фильм вошли и архивные съемки, запечатлившие жизнь одного из самых уникальных заповедников нашей планеты, масштаб и красота которого не перестают удивлять и вдохновлять каждого побывавшего здесь. Народы, населяющие горные территории, очень бережно относились к сохранению особенно лесных угодий, почв, которыми они пользовались, потому что среда являлась единственным фактором, который позволял им жить и мирно сосуществовать с природой. Также автор украсил киноленту сюжетами о красивейших местах, где родились основоположник балкарской литературы Кязим Мичиев и народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев. Кулиевские сакли и сегодня стоят, прижавшись к скалам. Орлы кружатся над ними, ветер гонит облака из долины, где когда-то жил зеленый аул ее матери – Жунгу. Есть клочок земли, который называется Чегем. Это начало всех начал для меня. Впервые привез я сюда маленького внука, и сегодня умыл впервые водой реки Чегем лицо моего внука. А продолжает конкурсный день короткометражный фильм «Неизвестный солдат». Режиссер, студент школы кино и телевидения Тель-Авивского университета Ефим Гробовой. Картина снята в необычном формате. Это, по сути, беседа с ветераном Великой Отечественной войны. Всего лишь одно слово собеседника возвращает его в тяжелые 40-е. Бой. Бой – это жестоко. Бой – это война. Бой, ты идешь в бой. Бой страшно. Но ты идешь. Фильмы представлены в категориях документального и игрового кино, а главный судья, конечно, зритель. Посмотрел 2 короткометражных фильма. Один был про горный заповедник, очень хорошая атмосфера там была, и второй про военного ветерана боевых действий, который воевал на Второй мировой войне. Мне все понравилось, не пожалел, что пришел сюда, всем советую. Кто получит «Золотую башню», судить рано. Впереди еще несколько конкурсных дней. Микаэл Тангиев, Магомед Даскиев, Новости 24.